Каля 200 дзяцей з усіх куткоў Беларусі вучацца, жывуць і папраўляюць сваё здароўе ў маладзечанскай санаторнай школе-інтэрнаце. Гасцям паказалі лячэбныя кабінеты, спартзалы, басейн, пакоі рэабілітацыі для выхаванцаў установы, якія маюць праблемы з касцёва-мышачнай сістэмай. Але канікулы ёсць канікулы, і супрацоўнікі маладзечанскага гранца, таксама Цэнтра прапаганды Мінскага абласнога ўпраўлення МНС, падрыхтавалі для дзяцей інтэрактыўныя пляцоўкі з роставымі лялькамі, дзе кожны мог паўдзельнічаць у конкурсах, віктарынах, пазнавальных гульнях, а таксама пабываць на выставе спецыялізаванай тэхнікі на двары. Мне очень понравилось играть в такую игру. Там ходилка такая большая, и там бросаешь огромный куб. Сперва у меня отлично получалось, все отлично, и я победила. Дали вот такой вот, такой альбомчик. И еще мне понравилось играть в такую игру, где там такая коробка, просовываешь руку, и там достаешь разные опасные предметы. И должен тебе сказать про этот предмет. И потом можешь выбрать что-либо хочешь. Вот такую вот радугу я получила. Нужно было запомнить, какие карточки, нужно было найти им пару и объяснить, для чего они нужны. И за это получила вот это. И вот те все правила, которые я сегодня узнала, которые я знала, я расскажу своему брату, и чтобы он тоже знал. У рамках акцыі «Нашы дзеці» установу наведаў міністр па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Вадзім Сіняўскі. Гости, зразумела, приехали не с пустыми руками. Мы со взрослыми подумали, с вашими учителями подумали и решили подарить вам такой сертификат, на уличный спортивный комплекс для различных упражнений, которые будут помогать вам в укреплении вашего здоровья. Мы это летом обязательно сделаем, для того, чтобы у вас здесь было все еще лучше. Поэтому вот такой сертификат вашему директору решит я вручу. Вы, наверное, все наслышаны о том, что МЧС, вы наслышаны, учителя, создает центры безопасности населения, где проходит обучение как взрослые, так и детки. Самый большой красивый центр с различными интересными чрезвычайными ситуациями, с которыми человек может встречаться в повседневной деятельности, в повседневной жизни, он создан в городе Минске. Поэтому я вот тоже хочу вручить директору этот сертификат для посещения этого центра. И уже кто туда поедет, я так понимаю, определит руководство школы. Приглашаю вас, приезжайте, мы будем очень рады вас там встречать. Спасибо. Выхаванцы і педагогі санаторнай школы-інтэрната падрыхтавалі цікавую навагоднюю праграму. З актыўным удзелам людзей у пагонах усе разам паехалі на паравозіку шукаць Дзеда Мароза, памірылі бычка і тыграня, знайшлі тату і маму для малой акулы і выконвалі заданні разбойніцы-атаманшы. Салодкія падарункі у баулах у выглядзе пажарнай тэхнікі і пажаданні ад школьнікаў бачыцца часцей. Благодаря той инициативе нашего главы государства все руководители посещают детские учебные заведения для того, чтобы поздравить деток с Новым годом, привезти какие-то подарки. Нам, я считаю, сегодня удалось пообщаться с детьми в такой неформальной обстановке, поздравить их с Новым годом, подарить им и сладости с одной стороны, с другой стороны мы сделаем очень много полезного для этой школы в будущем, потому что детки имеют определенные проблемы со здоровьем. Я надеюсь, что это сотрудничество будет на постоянной основе и не только к Новому году. Алла Маркелова, Ольга Коптенок, МКТБ.